сама тема депортации, она сложная. Она у всех на слуху. Э, Многие знают, многие пережили эту тему. Поэтому как бы здесь любая работа начинается, ну, можно разделить на две части. Это первое, значит, ты продумываешь, какая она должна быть. То есть исследовательская. Это воспоминания очевидцев, это родители, это литература, это кино, это документальные кадры какие-то. Вот. Исследование. Потом, как это переложить уже на практическую часть, как это должно быть. Естественно, всегда желание возникает, чтобы это было интересным, креативным. Пойти не по пути внешним признакам, да, там, изображение полуострова или вагонов там, искорёженных. Это нет, а вот мне, особенно в этой работе, хотелось показать, состояние, репрессированных, состояние депортированных. Э, как бы, что в этот момент с ними творилось. Значит, очень важно было, значит, показать, вот, что испытывали в тот момент, наши родители, наши предки, а именно показать душу. А в этот момент, конечно, испытывали шок большой. Это, сжатое сердце по вот формальным, да, признакам композиции. Это вот то, э, ограниченное окружение, пространство, в которое помещен был народ наш. И вот здесь как бы о душе, вот, не о внешней стороне, а о внутреннем состоянии. И вот здесь по вот, формально вот здесь вот как бы вот женщина, этот объем, значит, показывает нагнувшуюся женщину. Здесь вот цветы. И о чем я говорил, вот такое, как сжатое сердце вот здесь. Как под прессом, да? Да, под прессом. Эта работа будет, в Сарабузе. Это гвардейское поселение. Вот. Хсметолса, если мы успеем, значит, на 18 мая, наверное, будет открытие. Вот. А скажите, вот смотрите, получается, Да. к вам Джемат обратился с идеей, С просьбой. с просьбой, Да. что нужно сделать монумент, Да. Да. некий монумент. Да, некий момент. И получается, что вся концептуальная часть, она на вас лежала. Конечно. Единственное, они меня попросили, без изображения людей. Вначале мне это, как бы сконфузило, думал, как это без людей. Но, с другой стороны, это открывает возможность, чисто пластически решить эту, проблему, эту композицию. И, как я уже сказал, что, вот я обратил внимание больше не на внешнюю сторону, да, вот это, не на проходные варианты решения этой, задачи, а через внутренний мир. То, что мы испытывал народ вот внутри, когда это происходило, преступная акция депортации. У нас в скульптуре, ну, всю жизнь мы учимся наращивать объемы там с глины, с пластилина. Вот. Когда работа идет по камню, там обратный процесс. Это все равно, что справа налево читать это самое. Потому что здесь ты освобождаешься от лишнего объема. Вот. Поэтому вот это тоже сюрпризы скульптуры, где надо, естественно, какой-то опыт иметь, вот, потому что лишнее отрубишь, его не приклеишь. Вот. Все это вот с учетом с этого вот работаешь по камню. Камень, инкерманский камень, он вообще по даже советским справочникам он славился очень, и многие объекты построены из него, вот, это культовые, и даже минареты поблочно известняка строили раньше. Сейчас это монолитное литье, а вот раньше... А вот сам камень, вот эти вот технические моменты вы выбирали? Ну, нам немножко повезло, потому что вот
те работники Инкерманского, значит, они постарались, чтобы эти блоки без примесей природных, потому что там встречаются и железные, там, которые потом будут ржаветь, там все. И Аллах Шкур, здесь это он более-менее монолитный, чистый камень, без вот таких примесей. Вот, в этом плане повезло. Сейчас очень важно его аккуратно перевести на место и произвести монтаж. Вот, Когда дело касается какой-то общественности, когда есть много мнений, да, очень сложно прийти к какому-то конкретному дизайну. да. Вот ваш концептуальный макет, эскиз утвердился сразу или были какие-то правки? А, Вообще, вы знаете, от чего я в первую очередь исхожу? У нас трагедия общая, но судьбы разные. Поэтому здесь нет единого такого, знаете, вот, что вот какой-то композиция, вот оно на все случаи жизни может быть. Раз разные судьбы, значит, мы и решать должны по-разному. Да. Потому что, когда я показал эскиз, приехали от Джемата 5-6 человек, и что, на мое удивление, и там были люди, которым под 80 лет были, люди под 70. И на мое удивление, они восприняли это нормально. Это меня, в общем-то, это поразило, потому что люди вот старшего возраста, вот, в общем-то, здесь с формальными признаками вот, композиции они восприняли и одобрили. То есть с первого раза, по сути. Да, А саму концепцию вы тоже объяснили, да? Как всё? конечно, я их объяснил, потому что как бы здесь подразумевается вот это не конкретно в лоб, значит, люди, а через пластическую форму мы говорим об одном и том же. Потому что здесь важно достичь вот то состояние души, да, которое вот испытывал наш народ. Как я сказал, это сжатое сердце, это ограниченное пространство, в которое были помещены наши люди. И вот это состояние, мне кажется, очень важно и ценно, потому что когда мы идем по внешним признакам, да, депортации, там показываем силуэт полуострова, или мы, Буквально. да, буквально говорим, что депортированы были из Крыма. Что же здесь два раза повторяться это самое, и пишем, и показываем. То есть это и в литературе плохо, но в скульптуре тем более. Вот. И всегда есть стремление ну, креативно решить, как бы, чтобы это не было похожим на какую-то работу. Вот это желание, оно всегда как бы присутствует, и хочется, чтобы это было интересно с точки зрения искусства, потому что хорошо, когда мы говорим об истории и через искусство. Вот. Это очень важно. Сначала вы сделали маленький макет, я правильно понимаю? Маленький эскиз, Да. да, это уже рабочая модель в масштабе 1 к 10. То есть это для вот таких больших монументальных работ это необходимо проделывать, потому что все ошибки, поиски, это здесь надо искать, в эскизе, вот в этом. Но, естественно, когда мы переходим на большой размер, естественно, там свои изменения. В силу вот масштаба, в силу... Это всегда происходит. То есть, ну, это, как правило, оно лучше становится, чем, допустим, в предыдущих эскизах и в рабочей модели. Для чего делается рабочая модель? Рабочая модель делается для того, чтобы в последующем, если даже автор по каким-то причинам не сможет лично делать в полномасштабном размере, то это могут быть рабочие исполнители исполнить его в масштабе точно такую. Вот. То есть это для То этого есть это делается. проект, по сути. Да, да. А вот скажите, смотрите, есть такой момент интересный, важный. Вот к вам пришли люди с идеей, что нужно сделать монумент. Сколько у вас ушло времени, чтобы разработать эту концептуальную идею? Вот просто идею и как она будет выглядеть? По-разному, потому что разные темы. И, Конкретно здесь. ну, конкретно здесь, я же говорю, вот когда меня озадачили в том, что без людей, то мне пришлось уже работать с объемами, но это не впервые. Я формообразованием еще
молодые годы, когда творческую, вот, выставочную работу начиналось это. Поэтому это для меня как бы, это тоже как бы, ну, поле деятельности, это мое, это потому что скульптура, он сам по себе это условный вид искусства. Здесь очень сложно вот какие-то детали здесь это, потому что сама тема депортации, она, в общем-то, уже 80 лет назад произошла. Многих деталей мы не помним, и очевидцы не помнят. Многие уже их нет в жизни. Мы по рассказам, по материалам другим, да, вот можем рассуждать и представлять себе. Поэтому это, видимо, зависит, наверное, от опыта и автора, наверное, вот. Как бы, то есть по времени, сколько это уходит. И здесь сложно сказать, месяц, два уходит. У меня, например, может быть, там, ну, может, 3 месяца ушло на, чтобы я сформировал вот ту идейную часть в практическую часть. Как это будет в объеме смотреться, как это будет в материале работать. Вот. И, конечно же, вот я думаю, вот такое решение, оно имеет, может иметь продолжение. И это для меня, в общем-то, хорошо. И в следующих работах, возможно, этот прием, этот способ можно применить, ее обогатить в дальнейшем. Вот. Ну, как бы скульптура, она тоже по своим вот такая законам развивается. Сама скульптура состоит из 3 блоков. Вот это фундаментная часть, и вот этот большой блок 1,60 на метр, это средний блок, где будет информационная надпись размещена. И на этом блоке, значит, будет размещена основная стела. Вот, ее размер 2,50 на метр. Здесь еще будет это самое дорабатываться. Это такой опрокинутый цветы. Вот. С тыльной стороны вот окошко вагона, тоже будут цветы, ну, как бы напоминающие о людях. Вся конструкция сколько будет в высоту? Значит, вся конструкция где-то эти по 50 сантиметров, метр и 2,50, ну, 3,50, 3,70, вот так, и там еще будет над землей немножко поднято, да. Как я уже говорил, там вот, вот как с раскрытым, вот рот раскрытый, здесь оно, напряжение вот это, то есть это все говорит о состоянии вот людей, которые подверглись вот депортации. Здесь вот А так. почему не горизонтально изображено это? То есть как будто бы вот, когда есть какое-то давление, как будто бы стремится все к горизонтальному положению. Но я думаю, в горизонтальном положении это не было бы так выразительно, потому что все-таки надо, чтобы люди видели. Вот. И я не думаю, там в горизонтальном положении, наверное, только кто болел или умирали люди, наверное, это самое. А кто был, все-таки это они в вертикальном положении. Ну это же и борьба получается, да, и Да, сопротивление и же. борьба, да, борьба, да. Вот в таком плане. Ну вы вообще сами довольны работой этой дрова? Я просто доволен чем? Доволен, что я пришел вот к такому решению. И была возможность здесь сказать о состоянии души депортированных. И это очень важно. Потому что я не пошел по внешним проходным, да, признакам, как я уже говорил, да, там узнаваемым, там по штампам таким этим. А здесь именно, когда ты говоришь вот в такой в знаковой системе о состоянии души для скульптуры, я думаю, это хорошо. Оно имеет продолжение.
И мало того, здесь могут быть в последующих работах какой-то синтез с другими материалами. Вот. Поэтому как бы вот на этом этапе, я думаю, ну, в принципе, это хорошо. Вот. Я просто со стороны, просто судить, конечно, должны люди, Не, зрители. вы как мастер. Да, но я очень редко, конечно, выхожу на такой уровень, э, потому что это приходит, наверное, с опытом, там, с жизненным, с профессиональным. Вот. Вот как бы здесь все это совмещено. Вот. А допускаете вы установление подобных монументов в других городах под какую-то серию, какое-то родство, какое-то, ну, знаете, да, как ансамбль памятников жертвам депортации, которые имеют в своей основе общие линии, общую концепцию, но, естественно, отличающиеся по исполнению. Вот вы об этом думали? Нет, я думал, просто дело в том, что в других городах это надо, чтобы э, те, от кого зависит, прежде всего от муниципальной власти там и других, которые захотят это видеть. Конечно, а почему не поработать, почему не сказать миру? Ведь искусство и для того, особенно скульптура, это чтобы известить миру о своей трагедии, о своих достижениях, о, о том, как мы живем. Поэтому это просто необходимо показывать людям. Если ее осветить вечером, там, днем, она может круглосуточно работать. Это прекрасно. Могут, но самое главное в этой вот работе, это чтобы мы могли привести внуков, детей. Это как стелла памяти. И вспомнить вот ту трагедию, которую мы не должны забывать, чтобы это не повторялось. Вот основная цель – это как стелла памяти. Вот эта вспышка. Почему вот здесь белый, светлый цвет, да, Да, почему? работает? Почему, кстати, белый? Потому что вот в моем понимании, что вспышка, она что-то такое, это самое, вспышка, это яркое, чтобы оно должно вот что-то вспомнить, да, не темное, ничего, а вспышка, что-то яркое, вспомнить о событии. Даже о трагическом событии, вот оно должно вот в этом цвете. И этот цвет соответствует вот задуманной теме, решению. А вообще были предложения сделать его более темным, более траурным? Нет, нет, не было таких предложений, потому что я представлял это самое, вот, конкретный эскиз и сумел это объяснить представителям Джемата, и они со мной согласились. Вот. Потому что, ну, по-другому я пока вот не представляю. Вот на сегодняшний день я вот вижу вот такое решение. А скажите вот еще такую мысль. Да. Вот когда к вам обратился, вот первая ваша мысль, вы вообще обрадовались этому? Ну, вначале, когда ты не знаешь, какого масштаба, какого размера будет, ты в неведении. Просто оно постепенно, когда начинаешь работать, разрабатывать, там, смотришь место, от места очень многое зависит. И оно диктует, каким должен быть памятник. Потому что любой памятник, он сейчас, концепция и отношение к памятникам, он поменялся. Потому что вот та гигантомания, которая была вот в Советском Союзе, сейчас, я думаю, памятники, они ради людей должны, и они масштабно должны по отношению к окружающей и к человеку по масштабу. Тогда это будет восприниматься, и это будет для людей. Вот. Не просто Ну, какая-то форма. памятник не как демонстрация Да. силы, Да. а как собеседник вы имеете в виду? И как собеседник, и как место для размышления. И это очень важно, потому что если мы где-то хотим акцентировать, да, на каком-то событии, мы должны что-то сделать.
для того, чтобы привлечь внимание. Потому что когда ничего нет, нам на пальцах сложно объяснить и о трагедии, и о каких-то там других Да, я моментах понимаю. жизни, да. Поэтому вот памятники, наверное, создаются в мире другого способа сказать о своем величии, там, о своем благополучии, ну, просто нет. И о своей трагедии, естественно.